Магомед Гирей Хадзиев, влюбленный в жизнь, умевший дарить радость залу, чего бы ему это ни стоило, заставлявший сопереживать вместе с его героями, плакать и смеяться, грустить и любить своим большим сердцем, ушел из жизни 24 года назад, но оставил о себе самую светлую память. Родился Магомед Гирей Хатоевич Хадзиев 18 марта 1935 года в селении Камбелеевка пригородного района. Рос в многодетной семье. Он рано лишился отца, и его матери одной пришлось поднимать 9 детей. Магомед Гирей искренне и нежно любил свою маму, и все свое свободное время старался быть ей хорошим помощником по хозяйству. Вместе с народом в свои детские годы Магомед Гирей оказался в депортации в Казахстане. Замечательный человек был. У него память хорошая была, все помнил про это Казахстан, он все время вспоминал. Ну, он очень переживал судьбу своего народа. Он очень, да вообще, в принципе, он человек был, может быть, человек планеты, но он очень помнил свое детство, эти тяжелые годы, очень многих людей помнил, про них рассказывал. И был в то же время оптимистом, всегда находил повод посмеяться, поюморить и так далее. Вот такие у меня воспоминания, самые хорошие воспоминания. У кого не спросите, мне так кажется, у кого не спросите в этом театре нашем, кто с ним работал, я думаю, скажут то же самое. 1947 год. В небольшой казахстанской сельской школе ставили ревизора Гоголя, где второклассник Магомед Хадзиев сыграл роль Хлестакова, заслуженно получив награду, признание и бурные аплодисменты зала. И с той минуты им завладела одна пламенная мечта – как можно ближе связать свою судьбу с театром. Он вернулся домой зачарованным, ничего не слышал и никого не видел, жил как во сне, помня счастливое ощущение первого выхода на сцену, когда увлек всех, завладев вниманием каждого. Как много можно сказать людям в такие минуты, думал он. Глубоко культур заразить организм воспитанный, согрей, все щигр галт далтит все, цедалит хочес, нах бьется, нах сдок илдик хулцен, нах амегд де анхетер, пейден худ де анхетер, марцу щибагр далтит все. Невозможно сосчитать сыгранных артистом в театре ролей, рассказанных анекдотов и актерских баек, как и невозможно до сих пор свыкнуться с мыслью его отсутствия среди нас. Ибо каждый день, если встречаются два артиста, работавших рядом с ним и его ближайшим другом и соратником, заслуженным артистом России Магомедом Цицкиевым, не вспомнить их и расстаться невозможно. Они вели молодых артистов по тернистому и подчас титанически сложному актерскому и человеческому пути, не давая оступиться. Это был не просто старший, он был наш младший брат, он был вместе с нами всегда. В самые трудные минуты, годы, когда мы становились только на ноги, Ингушский национальный театр, он принял в нем активное участие. Вместе с ним работал тогда еще и замечательный актер, заслуженный артист России Магомед Цицкиев. Они как бы вдвоем, вдвоем совершили свой театральный подвиг. Их помнят театральные критики России, их помнит Союз театральных деятелей России. Мы совсем недавно выступали в Махачкале на международном театральном фестивале, где было 19 театров России и ближнего зарубежья. Так вот, театроведы, театральные деятели спрашивали, говорили, вспоминали наших замечательных актеров, и среди них был Магомед Гирей Хадзиев.
У него не было маленьких и больших ролей, не было избранного зрителя. Будь забитый зрительный зал или же с десяток сидящих любителей театра, он играл одинаково хорошо, проживая образ героя в 100-й раз, как в первый. Магомед с первых лет работы в театре играл много в разножанровых пьесах, от юноши до глубокого старца, от сельчанина до интеллигента в 5-м поколении. И в каждой роли находилась именно хадзиевская кульминационная изюминка, блестяще обыгрываемая актером. Мы вместе работали, были заняты во всех спектаклях. Он был для нас, для всех старшим товарищем. Замечательный человек, о котором можно говорить бесконечно, много хорошего и доброго. И столько полезного, по крайней мере, во мне он оставил для себя, чтобы я потом могло бы мне в опыте пригодиться и по работе, и в жизни. Щедрый во всех отношениях человек был. Делился своим мастерством, там, что в кармане у него, это общее было. И вообще характерная такая черта была, очень веселая, своеобразный, такой тонкий юмор был. Этот юмор он применял особенно в комедийных ролях, он особенно применял. Он находил себе такое, что мы все забывали и смотрели на него, даже внешне он что-то какую-то там придумать изюминку, и выделялся. «Песня Войнахов» – спектакль о героическом прошлом народа, поставленный режиссером Русланом Хакишевым на сцене Чечено-Ингушского государственного драматического театра имени Нурадилова. Спектакль «Судьба народа», в котором одну из заглавных ролей сыграл наш герой. Эта постановка имела ошеломляющий успех, и всего 3 человека были удостоены высокой государственной награды – Государственной премии Станиславского. Среди них был и Магомед Гирей Хадзиев. Это один из немногих. Их всего-то несколько человек, лауреатов Государственной премии России. Один из них – это наш замечательный коллега, театральный отец наш, Магомед Гирей Хадзиев, заслуженный артист Российской Федерации. Когда он выходил на сцену, это было маленькое чудо. Он был сам небольшого роста, но насколько его роли были огромны для нас, его потенциал, мощности, театральности, обаяния, это можно говорить много-много и долго. Через 20 лет работы в одном театре в 1978 году из Ленинграда возвращается группа выпускников Василия Меркульева, которым предстояло создать Ингушский театр. Магомед Гирей Хадзиев с головой окунается в жизнь молодой труппы, каждому старается помочь, поддержать, не дать оступиться и отстать от каравана друзей. Он для всех был путеводителем, наставником и другом. В истории он войдет человеком глубоко театральным, который оставил большой след. Те роли, которые он исполнял, ту жизненную позицию, которую он высказывал всегда по отношению к нам, младшим сотрудникам театра, мы будем помнить его, будем помнить то, что он своим трудолюбием, своим активной позицией, он смог сделать так, чтобы наш театральный мир Ингушетии стал краше, стал интереснее, стал профессиональнее. Да, он понимал всю ситуацию, сложившуюся в нашей истории театральности, сколько прошло лет, трагедий, пока мы создали этот Ингушский театр. Он был вместе с ребятами, как старший театральный деятель. А с его регалиями и с его мастерством, конечно же, сегодня нам только учиться и учиться и учиться. Я не знаю. Это был прекрасный, творческий, деятельный человек. И Северный Кавказ, Россия должна гордиться этим человеком. Если бы можно было сложить все километры пути, пройденных Хадзиевым за 40 с лишним лет работы в театре, наверное, получилась бы очень длинная, бегущая по кочкам и извилинам дорога. И самым светлым подарком является незабвенная человеческая память, которую мы обязаны хранить в наших сердцах, о жизни и творчестве мастера сцены, заслуженного артиста России Магомед Гирея Хатоевича Хадзиева.